Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. 17 мая в Абхазии масштабно праздновали 30-летие Министерства иностранных дел Абхазии. Состоялся ряд мероприятий, посвященных этой дате. В праздничных мероприятиях приняли участие представители Российской Федерации, Республики Южная Осетия, Приднестровской Молдавской Республики, Республики Никарагуа, Боливарианской Республики Венесуэла и Республики Беларусь. Мероприятия начались с возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Далее в конференц-зале Кабинета министров состоялось торжественное заседание, посвященное 30-летию со дня образования Министерства иностранных дел Республики Абхазия. С поздравительной речью перед гостями выступили президент Республики Абхазия Аслан Бжаня, секретарь Совета безопасности Республики Абхазия Сергей Шамба, министр иностранных дел Инал Арзанба, а также ряд высокопоставленных гостей. Поздравляя дипломатов, президент Аслан Бжаня отметил, что абхазская дипломатическая служба прошла сложный и интересный путь становления и развития. Цитата: «Министерство вносит весомый вклад в дело укрепления внешнеполитических позиций Абхазии на международной арене, обеспечения ей подобающего места в региональном международном контексте», сказал он. В поздравительном адресе министра иностранных дел России Сергея Лаврова был отмечен высокий уровень квалификации абхазских дипломатов, интенсивный и доверительный характер взаимодействия между министерствами. В рамках заседания прошла торжественная церемония вручения юбилейных медалей Министерству иностранных дел Республики Абхазия 30 лет за особый вклад в становление и развитие Министерства иностранных дел. Далее в Абхазском государственном университете состоялась встреча приглашенных гостей с ректором АГУ Олеко Кварами и открытая лекция, приуроченная к юбилею МИД Абхазии. Ну а в медиа-центре МИД Абхазии открыл свою работу форум Global Abkhazia, приуроченный к 30-летию МИД Абхазии. В работе форума принял участие президент республики Аслан Бжаня. В своем выступлении... дальше не успела прочитать, не пришел так. В работе форума принял участие президент Аслан Бжаня. В своем выступлении министр иностранных дел Инал Арзанба, поздравляя всех бывших и нынешних сотрудников МИД, напомнил о временах образования ведомства. Цитата: «17 мая 1993 года Владислав Григорьевич Арзанба подписал постановление Президиума Верховного Совета Республики Абхазия о создании МИД Абхазии. Это было особое рубежное время Отечественной войны народа Абхазии. Действительно, формирование и развитие абхазской дипломатии происходило в непростых условиях. В этой связи хотел бы высказать слова благодарности ветеранам дипломатической службы, которые в сложнейших условиях твердо отстаивали интересы нашего государства», сказал он. К другим новостям. В Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджанской республики Байрамовым и министром иностранных дел Республики Армения Мирзаяном. По итогам данной встречи глава российской дипломатии Лавров сказал: «Только что у нас состоялись раздельные двусторонние встречи. Они были весьма предметными и полезными как с точки зрения развития двустороннего взаимодействия с каждой из наших дружественных стран, так и в рамках подготовки к очередному раунду трехсторонних консультаций, нацеленных на то, чтобы обменяться мнениями о задачах нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также о шагах, которые Российская Федерация может предпринять в этом направлении, чтобы способствовать полноценному выполнению трехсторонних заявлений, подписанных за последние 3 года президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении». По словам Лаврова, в трехсторонних заявлениях, подписанных лидерами, содержится, по сути, дорожная карта для достижения устойчивых решений. Анализируя ситуацию вокруг Южного Кавказа, считаем, что альтернативы договоренности наших лидеров не существует, отметил Лавров. Также Сергей Лавров сделал особый акцент на том, что параллельно со стабилизацией ситуации в Нагорном Карабахе и на границе существует также необходимость решения гуманитарных проблем, разблокирования экономических транспортных связей и согласования текста мирного договора, над которым работают стороны.